последнее время финансовые мошенники очень активизировались, в связи с чем появилось очень много граждан, которые пострадали от их действий. Сегодня я расскажу вам 5 простых способов, как обезопасить себя от действий таких мошенников. Итак, начнем, дорогие друзья. Первый способ и самый действенный. Если вдруг вам позвонили на мобильный телефон и представились сотрудником банка или сотрудником службы безопасности какого-то банка, ни в коем случае не называйте свои персональные данные и тем более данные банковской карты. Никогда ни один настоящий сотрудник банка не будет вам звонить с такой просьбой, потому что все эти данные указаны в договоре между вами и банком. Второй способ, который поможет вам защититься от мошенников, это хранение пин-кода. Обязательно храните пин-код где-то дома, может быть рядом со своими драгоценностями, но ни в коем случае не делайте это в своем кошельке, тем более рядом с банковской картой. Третий способ защиты от мошенников. Будьте внимательны при снятии наличных в банкомате. Обязательно посмотрите, нет ли на банкомате какого-то дополнительного устройства. Обязательно проверьте, не стоит ли кто-то за вашим плечом и не наблюдает ли за тем, как вы вводите пин-код. Обязательно прикрывайте вот так вот рукой, не стесняйтесь этого. От этого зависит безопасность ваших денежных средств. Если кто-то подошел к вам очень близко, сделайте ему замечание, попросите его вежливо отодвинуться на 2 шага назад. Это позволит вам спокойно и безопасно снять ваши наличные средства, и ввести какие-то финансовые операции в банкомате. Четвертый способ защиты от мошенников тоже на самом деле очень прост. При оплате в интернете, в интернет-магазине, либо в вашем любимом маркетплейсе, где вы постоянно производите покупки, обращайте внимание на то, не изменился ли он, не поменялся ли юридический адрес компании. Обязательно проверьте контактные данные юридической компании, потому что мошенники часто прибегают к тому, что они делают фейковые сайты, которые один в один похожи на очень популярный маркетплейс. И если вы не будете внимательными и введете данные вашей банковской карты, CVV или CVC-код, дату срока действия карты, а также свои фамилии, имя и отчество, то мошенники легко могут воспользоваться этими данными, и вы можете потерять свои денежные средства. Поэтому всегда обращайте внимание на то, указан ли замочек в адресной строке сайта. Обязательно обращайте внимание на юридическое название компании, на сайте которой вы оформляете покупку. Это вам позволит вернуть товар, если вдруг вас не устроило качество, либо вернуть денежные средства, если опять же вас не устроило качество, или обратиться с претензией, если товар вам не поступил. И пятый способ. На самом деле он очень простой. Никогда, ни при каких условиях не передавайте свою банковскую карту в руки другому лицу. Это не приведет ни к чему хорошему, а может привести к тому, что вы просто потеряете свои денежные средства. Мошенники используют более изощренные методы хищения денежных средств у физических лиц, поэтому будьте осторожны, не доверяйте никому. К мошенникам также относятся и финансовые пирамиды. И то, как распознать финансовую пирамиду, вы узнаете в ссылке под этим видео. С помощью специального сервиса, который мы разместили там, вы можете самостоятельно произвести анализ финансовой организации и узнать, финансовая это пирамида или нет. Спасибо вам большое, дорогие друзья!